предыдущем выпуске. Да, когда мы выбираем свою первую нишу в бизнесе, скорее всего, она будет не на всю жизнь. Сегодня Елена нам рассказала о выборе ниши, и я действительно немножечко задумался, стоит ли мне оставаться при моей нише или все-таки стоит ее поменять. Что такое бизнес-план? Бизнес-план для открытия предпринимательского дела. Спасибо психологам. Открыли новую тему для меня, как уверенность, темперамент. Добрый день, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас в эко-комплексе «Шишки». И сегодня у нас проходит очень крутой квест. И самое главное, пусть вас не смущает моя шапочка. Нас ожидает удивительное путешествие в мир разнообразнейших испытаний вместе с этими замечательными ребятами, которые будут проводить для нас, во-первых, инструктаж, а во-вторых, рассказывать, что нас ожидает сегодняшним днем. А вот наши участники, собственно говоря. Квест называется «Сарматы. Кочевники Шиханов». Я сегодня инструктор по приключениям. Мы на квесте «Сарматы. Кочевники Шиханов». Что ж, сегодня нас ждет все, чего мы даже не могли представить. Мы сегодня будем бороздить снег по грудь или даже больше. Будем спускаться под землю в несколько пещер и карстовых провалов. Будем летать на веревках сквозь овраги, горы и шиханы. Дорогие друзья, вот мы в сарматской одежде, и мы скоро начинаем. Самое главное, чтобы мы все живы и здоровы вернулись. Сейчас нам нужно, друзья, выбрать капитана команды. На него будут возложены, вот я тогда торжественно прикреплю. Ну, вообще я сама по себе человек такой ответственный и знаю, что могу вести за собой, знаю, что могу помочь, и свои физические силы, в принципе, я оцениваю, знаю, на что я способна. Поэтому я приняла решение, вызвалась стать капитаном. Задача – держать команду в своих руках. Наша задача – все пройти, все преодолеть, сплотиться, выдержать все преграды и пройти квест Сарматов. А у нас будет название команды? Да, давайте придумаем его. Я предлагаю вам, вот как вариант, можете его дополнить. Команда будет называться «Первые», потому что вы у нас первые выжившие, друзья. Потому что мы первые, кто проходит этот квест. Ребят, на нас лежит ответственность. Да. Первопроходцы. У нас название «Первопроходцы», все верно? Я желаю вам удачи, пусть у вас все получится, но Артем, конечно же, давай. Как вы успели заметить, я тоже в экипировке, тоже буду проходить все испытания, и мне безумно страшно будет и стыдно, если вдруг все эти девушки прекрасные окажутся гораздо сильнее, чем я. Мне будет обидно, но я не буду унывать. У нас есть Сергей, который в любом случае поможет нам и поможет мне подняться, где-то меня поддержит, и все будет хорошо. Вы заряжены? Да! Давайте пошумим еще раз все. Да начнутся голодные игры. Выжить в Башкортостане. А сейчас, уважаемые зрители, мы окунемся в уникальную атмосферу многолетней веры и загадочности башкирских шаманов и услышим легенду древних сарматов. Давным-давно, когда земля еще была молода, ходили здесь люди, встречали других людей, убивали, страдали. И это шло очень долгое время. Один раз две племени встретились между собой. И началась война. Всех перебили. Осталась только маленькая часть. У этого племени было много золота. Но варвары, которые пришли сюда, украли это золото. Если вы не найдете до заката солнца золотые монеты, найдите. Тут, друзья, нам надо найти эти монеты, чтобы мы снова вернулись в наш мир и равновесие сарматов восстановилось.
спасем эту женщину и золото сарматов. Что, друзья, узнаете этот мир? Мы перенеслись обратно во времени. На самом деле сейчас вот, покуда золото покинуло свое место, где оно должно быть, нам нужно его вернуть, чтобы попасть обратно в наше время. Если нам вдруг встретятся разбойники, людоеды и другие жители этих лесов, мы смогли за себя постоять, друзья. Ну что, поучимся стрелять? Скифы, сарматы, башкирские воины потом, они использовали самое убийственное сочетание средних веков. Это лук и лошадь, конечно. Мы выберем из вас 3 лучников, которые лучше всех покажут себя. Потому что вы идете в путешествие, на вас могут напасть, вы будете защищаться или отстреливаться. В средневековом войске самые сильные были лучники. Молодец. Следующий. Да хватит на меня целиться. Смотри, вот так поставил и вот так поставил. Куда стрела уйдет? Мне очень понравилось стрелять из лука, потому что как-то детство вспомнилось. Я просто была хулиганкой в детстве. Веду. Ну что, друзья, план был на самом деле простой. Нам нужно было выяснить, где золото. Для этого нам надо в этом чудесном лесу разгадать тайные загадки сарматов и выяснить, где золото. Собирались мы передвигаться на лошади, на удобной повозке. Но, друзья, как вы видите, после событий в юрте, видимо, лошадь у нас заколдованная. Давайте попробуем ее расколдовать. Залезем все в упряжку, может быть, она поедет. Так, ну что, друзья, мы видим, что лошадь на самом деле пока никуда не трогается, но я думаю, что если мы найдем золото, она обязательно оживет и где-то на пути нас встретит. Ну, мы будем на это надеяться. Ну, а сейчас нам придется своими силами, своими ногами и руками преодолеть все приключения в этом сарматском лесу и найти золото, вернуть его на место, чтобы вернуться в наше время. Ну что, давайте наш девиз, который мы еще не придумали. Мы сарматы, мы богаты! Перед нами сейчас большая, огромная, крутая троллея. Я вас буду туда запускать. Первый идет капитан команды. Пойдемте. Для чего? Для чего? Я капитана команды туда пойду встречу. И капитан команды будет каждому из вас помогать там слезать с этой веревки. Вот эту веревку и вот эту лежащую на земле можно использовать для того, чтобы пойти на понтон. Здесь, на старте, вот сюда желательно наступать только на деревяшку. Видите, здесь вот такая глубина. Ну, вот здесь. Смотрите, здесь я вас пристегиваю, говорю, что как делать. Держимся только за вот эту веревку. За вот эту веревку держаться и трогать ее нельзя. Договорились? Просто я вас пристегну. Далее мы катимся туда. Нужно прыгать вперед, прям назад и просто довериться всему этому. Не теряй только. Ну все, пока. До встречи. У нее палочка есть. Ноги. Ощущение, как будто сейчас в дерево летишь, но так устроено, видимо, здесь траектория, что огибаешь ты его, но страха тут немного есть, да. Пустим, потом опять будем? Очень понравилась канатная дорога. Это была как бы моя мечта всю жизнь. Мне это хотелось прочувствовать на себе, каково это, всплеск эмоций, буря, волнение. Лучники будут в передовом отряде.
будут обстреливать. Остальные будете болеть за них. Пошлите. Первую стрелу. Заряжай. Давай, Кристина! Ногу поднимаем, тянем, целимся. Грудь цельтесь. Что надо? Влад, молодец! Сегодня сбылась моя такая маленькая мечта. Я очень хотела научиться стрелять из лука, и мне безумно понравилось. И самое главное, что у меня получилось. Я очень довольна. Когда вот такие маленькие, даже какие-то наши мечты, желания, они сбываются. Ниже цельте! Молодцы! Прям стрела в Круто! Стрелу забираем? Смотрите. Самый ценный бережок. Где-то есть тут яма, одна огромная большая карстовая, где лежит как раз то самое золото, которое нам надо забрать. Но мало того, что забрать, нам нужно далее, его нужно как-то отнести через особые магические порталы, чтобы все-таки вернуться в наше время. Друзья, этот Яугир должен был натолкнуть нас как раз таки на мысль, что где-то, как вы правильно сказали, есть карстовый огромный провал. Я как местный инструктор по приключениям знаю один такой, огромный и большой. Сейчас мы пойдем туда и попробуем найти золото, друзья, и все спустимся на нашем снаряжении. Очень здорово чувствовать вот это вот плечо, да, которое тебя поддержит, поможет, там, чаек подаст, там, не знаю, беляш очень вкусный. Вот мы и прибыли в огромный карстовый провал, на дне которого, возможно, мы найдем золото. Я сейчас предлагаю выбрать нам, помимо капитана, самого смелого. Кто пойдет первым туда? Она не ты. Все окей. Я сейчас наведу веревку, научу вас пользоваться вашим спусковым устройством. Вы туда самостоятельно спустите. Капитан пойдет второй. И ты будешь по рации говорить, сколько золота там осталось. Короче, золото, мало того, что его украли, оно еще оказалось проклятым. Оно защищает от жадности. Если кто-то из вас возьмет больше, чем остальные, и кому-то из вас потом не хватит золота, надо сделать, чтобы всем хватило поровну. Вот в ваших мешочках должно это золото поровну между вами распределиться. Поэтому первая спускается наша самая смелая участница. За ней идет капитан. И вместе они начинают дележку. Но дележку праведную. Спуск за счет чего происходит? Вот видите, я вишу на веревке. Вот я отпускаю, и я медленно спускаюсь. Понятно? Там дальше настоящий карстовый обрыв. Алан, я за веревочку, а ты мне... Опа. Отлично. Там настоящий карстовый обрыв, без шуток, он глубокий и отвесный. Вы можете выбирать себе маршрут левее, правее уже, когда пойдете. Правее легче, левее круче. Ты куда-то не передумала? Смотрите, друзья, мало того, мы еще как настоящие альпинисты должны командами пользоваться правильно. Там внизу, когда вы спуститесь, вам надо будет это отстегнуть. И когда вы отстегнули, вам громко надо будет крикнуть «Свободно!». Тот участник, который стоит в очереди следующим, он должен сказать «Принял». Если ты не слышишь, как она сказала «Принял», ты орешь «Свободно». Ты, соответственно, слушаешь и говоришь «Принял». Отсюда видим, это не дно. Ребят, идите, пока не поздно домой. Конечно. А чё? Не, вот так не перегибай пальцем.
Сергей, я дорогу помню, я дойду, ладно? Ребят, вы можете за Артема. Да, пойдемте, я нет. Давай, нормально, давай. Кому как удобнее, наверное. Когда скала начнется, лучше развернуться. Давай. Ого! Ничего себе там. Давай. Только помни, ее отпускать нельзя. Смотрите. Молодец. 7, что ли? Все, как там? Земля есть? Ты куда? Ты на земле? Цикуна! Все нормально, веревка пошла, двигается. Веревка двигается, нормально. Эмоции ребят зашкаливают. Посмотрим, готовы ли они рискнуть и пройти это испытание до конца. Момент, когда мы в пещеру спускались. Ой, да, помню. Я там вообще спускаться не хотела. Меня там Регина уговаривала, Диана, там все команды начали уговаривать. Несколько пещер было. Нет, мне первая понравилась. Когда я боялась. Но я преодолела свой страх. Но все равно я боялась еще туда спуститься. И было еще... Там было страшно внутри. И еще я боялась. Думаю, как я поднимусь туда обратно. Спускались, как это в фильме «Спуск», да, вот череп тут. Череп лося. Когда мы спускались в пещеру, которая была очень узкая, для меня это своеобразное такое преодоление страха. Я не скажу, что этот страх прям очень сильно для меня такой, сильный самый страх, но все равно боязнь замкнутых пространств была. И вот спуститься вот в это узкое пространство, а потом еще и там какое-то время находиться и подниматься, это было довольно-таки сложно. Но я справилась, все ребята справились. Я был в пещере, да, то есть залезть было намного проще, чем вылезти. В этом проблема была. Вот, и я как Винни-Пух чуть не застался там. Это правда очень ценно, то, что проверяет нас на вот такую как закалял сталь, короче говоря. Вот, все очень здорово. Идем, работаем, братья и сестры. Мы бравые ребята. Всегда идем куда-то. Иду, ждем. Я вас горку прокатала. Я так стрял. Круто. Переодевашки. Нравится, как сугроба? Все, да, скатывайся. Катайся. Нифига ты вообще быстрая. Вот сейчас сюда ложимся под скалу и туда и укатываемся. Да. Как мы поднимемся? Это как? Если бы там невозможно было подняться, меня бы здесь сегодня не было. Слишком узко там. Да. Я хочу это заснять. Там реально можно скатываться. Завяжи, пожалуйста. Офигеть. Блин, я боюсь, это Может, как блин. кто не пойдет пешок, возьмите, пожалуйста. Не боюсь, не пойдет. Не пойдешь на пустец? Не ходи. Нет, я так Куда? не А хочу, ты? раз он сам Я будет последняя, ходить. давай. В смысле ты последняя? Послушай. Давай. А если там сейчас головой ударимся? Ничего не ударимся мы. Подожди, я тут боюсь тоже выходить туда. Успокойся. Нет, Розаль, давай вдох, выдох. Настройся. Все, ты все сможешь, все получится. Там ничего страшного нет. Поплачь, если хочешь, пусть слезы выходят. Я не хочу плакать. Давай, ты сможешь. Кричи, если хочешь. Там нормально все, смотри, там свет. Блин, а ты мойки-то нормально. Там свет, давай. Сама разберу. Давай. Я тебя боюсь. Сама тут. Не бойтесь, не бойтесь. Андрей прям ходит, видно, да?
Прямо, да? Там вниз, да? Я поехала, мне очень страшно. Тут ноги как-то поставили. Я застряла! Я поехала! Я еду! Попробуй вылезти, как я. Боком сейчас сделай. Ноги вон в ту сторону вытягивай. Ноги, получается, влево. И как тебе удобно. Я чувствую, что надо ноги влево. Там руки бесполезно подавать. Как остальные вылезут? Да, не знаю, как сейчас Владислав будет вылазить. Сухуна-то ладно, выплюнется. Не идите с этими пещерами. Я тоже на вторую не хочу идти. Вы худышки, я аж такой плотный кабан. Смешанные чувства. И страшно, и интересно, Чего ты как? и устала. Все. Молодец. Знаете, последний вылазить из пещеры не так прикольно. Когда сзади тебе говорят, давай, ногу туда, ногу сюда. Так за тебя там никто не говорил. Я об этом и говорю. Что дальше? Плывем? Да, плывите наверх. Наши участники прошли уже вторую пещеру, и кажется, их силы на исходе. Но впереди еще много интересного. Не, давай. Давай. Пойдем. Теперь уже та сторона, в которую мы идем, она становится ближе к дому. Ближе к теплому обеду. А там вообще хотя бы люди ходят, нет, на этой стороне? Так, Мне кажется, он если придумал. вы туда не хотите идти, Я можете предлагаю уйти. золото Сергею отдать. Что он там деревья шатает? Что-то золото какое-то, не золото, я вам скажу. Не верю. 10 штук считайте. Раз, два, Не, нормально. 3, 4, 5. И ножи я скинула. Еще есть одна. Вот еще одна. 6 у меня. И ножи я все скинула. Все, язык сломал. У тебя там вода осталась еще? Я говорю, при одной температуре носили, это не застыло, та там застыло. Золото. Ого, еще одна. Опять не сесть? Нет? Как мне сесть? Подниматься меня, конечно, случайно. Спуститься-то нормально. А не спускаться? А? Ау! Скатывайся просто. Веревки есть? Просто подниматься будет Смотри, сложно. как береза. Да, кстати, красиво, как береза, вон, как расположено. Давай, скатывайся. А я уже, наверное, по камням поеду. На пути спуска в третью пещеру, в которую не каждый участник рискнул пойти, скрывались тайны и опасности, ожидавшие ребят на каждом шагу. Что мы должны, будучи под землей, показать это золото солнцу сарматов. Вот он, видите, это провал сквозь эту крышу. Фоткаться, что мы золото показали. Будучи под землей, золото увидит вот так вот солнце. открывай его. Ну что, друзья, мы выполнили условия древней легенды. Мы, будучи под землей без солнца, золоту показали солнце сарматов, друзья. Вот он, проход сквозной.
пещере, и солнце озаряет наше золото. С него снято проклятие, а значит мы можем вернуть его нашему шаману Сарматов. Ура! Ура! Самые сильные участники достигли этой точки, преодолев все испытания. Лошадка! А прокатишься на лошадке? Сидеть. Что, лошадь-то расколдована? Да, она шевелится. Шевелится? Да это визуальный галлюцинат. Уже в финальной части квеста у нас произошел случай, который добавил адреналина не только нашим и без того уставшим участникам, но и режиссеру с оператором, находившимся за рулем авто. Испуганная лошадь с телегой чуть не снесла их со своего пути. Лошадь, кстати, вообще, мне так ее жалко было. Вот на самом деле, сегодня весь день такая в хорошем настроении была, когда напугалась лошадь. А я как кинолог-зоопсихолог, я просто поняла, лошадь, и прям сразу приняла вот ее вот этот страх к себе. Мне прям стало плохо, меня аж трясти начало. Подуныла я в этот момент. Проклятие снимали, мы занесли его под землю, из-под земли ему солнечный свет показали в колодце. Мы сделали это. Пусть все поучаствуют, пусть каждый оттуда. Давайте. Все, каждый там. Ура! Ура! Мы добились цели! Ура! Настоящее время! Спасибо! Интересно было, я вообще люблю приключения. Адреналин прям очень мощный был. Прям все понравилось, классно было. Вот такие совместные какие-то мероприятия, совместное времяпрепровождение, оно действительно, во-первых, объединяет людей, во-вторых, оно раскрывает людей. То есть люди чувствуют себя более раскованно, люди, даже если как-то себя сдерживают в каких-то рамках, там, да, возможно, ограничивают себя, здесь они раскрываются, когда какие-то экстремальные ситуации происходят, и когда у человека наружу начинают выходить его страхи, он их перебарывает в этот момент, то есть он чувствует себя раскованно, и он ведет себя так, он становится самим собой. Есть еще такое выражение, да, хочешь идти быстро, иди один, хочешь идти долго, иди со своей командой. И вот именно, наверное, сегодня нам всем стало понятно, как важно иметь ту команду, которая смотрит в том же направлении с тобой, имеет те же цели, и что можно достигнуть этих целей, держась вместе и помогая друг другу. Нет слов, одни эмоции скажу. Вот, на самом деле очень было здорово. Поначалу я немножко недооценивал, думал, сейчас на этих веревках покатаемся и пойдем кушать шашлыки. Но я оценил свои возможности, потом мы ходили там по лесам, по горам, по снегу по грудь. Вот, было здорово. На самом деле прикольно, то, что мы все это делали командой. Вот, и самое главное, то, что мы все дошли, все живы-здоровы. Вот, это событие точно останется в жизни каждого в голове. Очень было все интересно, захватывающе. С каждой новой дорогой ты понимаешь себя, какой ты есть, понимаешь свои возможности. Эти возможности у тебя открываются. В общем, эмоции переполняют. Очень было круто, весело. Командная работа вообще была бомбезная. Я сегодня все делала в легкости. Все препятствия проходила в легкости, потому что рядом были такие люди, с которыми очень легко работать, приятно иметь дело. Вот. И я понимаю, что в дальнейшем, когда у меня будет свой бизнес, меня будут окружать всегда именно такие люди, с которыми будет все легко, в легкости, в доступности, в любви, в заботе.
Квест действительно как бы энергозатратный. Мы даже шутили, что это фитнес-тур, потому что ребята действительно, говорят, наверное, похудели. Накопительная усталость. Мы и катались на веревках, и спускались в огромные карстовые провалы на снаряжении. И потом из них вылазили. И был большой трекинг по лесу. Далее мы слазили, как говорят ребята, очень легкий спуск в пещеру, но очень было тяжело. И вот эта вся усталость, она накапливалась. И действительно к последней пещере несколько участников уже настолько сильно устали, что они считали, что будет лучше, наверное, чтобы у нас было своеобразное задание, мы снимали проклятие золота. Так вот, золото доставили мы в пещеру не в полном составе, но проклятие мы сняли, не переживайте. Мы на самом деле расколдовывали в том числе и лошадь, вот поэтому за нами все-таки приехали те самые живые лошади и отвезли нас обратно сюда. Особенно быть по ту сторону камеры, это мне не по себе вообще прям. Как тебе такой опыт, кстати? У меня уже был такой опыт, не очень, я не люблю это дело. А сейчас зимой это совсем другое, это сугробы, ходить, бегать. Мне приходилось еще и обгонять всех участников, чтобы снять их лица спереди, эмоции, там, чтобы всегда спину не снимать. А так, ребята, бодрые, вообще угарно, там монтаж будет угарный, мне кажется. Монтаж будет очень смешно. Ведущие тоже, да, там подбадривали, где-то даже, может быть, немножко подпугивали. Особенно, когда мы сидели и пили чай, и махали да, когда не спускались по канату. На самом деле, да, это было очень здорово. Я люблю свою работу, я приду туда в субботу. Это про нас. Самое приятное. Это самый вкусный борщ. Весь день об этом мечтали, да? Ложками загремели. Нет, еще не загремело ничего. Да уберите вы телефон и камеру свою, давайте. Я хочу поесть, да? Смотрите в следующем выпуске.